Кино в Якутии на особом счету. Работы наших режиссеров привлекают все больше внимания, а кассовые сборы год от года только растут. Сейчас, когда словосочетание креативной индустрии для якутян стало притчей во языцах, уверенно можно сказать, что киноискусство – наш форпост. Поэтому проведение Якутского международного кинофестиваля не просто продолжение старой доброй традиции, а предвестник нового этапа развития. Выражение якутского феномена кино, оно берет из истоков как раз-таки начала этого кинофестиваля. Этот кинофестиваль имеет огромную роль в становлении вообще якутского кино в целом. Это именно тот фестиваль, откуда мы опираемся и откуда мы полетели дальше. Мы сейчас очень сильно задумываемся над тем, чтобы помимо нашей собственной экосистемы, которая есть у нас в республике, активно продвигать якутскую киноиндустрию за пределами. То есть и находить своего зрителя не только среди кинокритиков и любителей кино, а находить среди простых людей. То есть сейчас мы думаем над тем, чтобы продвигать якутское кино в массы. И в нашей стране, и во всем мире. Валентин Макаров! Александра Федорова! Первый якутский международный кинофестиваль провели еще в 2013 году. Спустя дюжину лет, пережив ковид, он возвращается. И возвращается эффектно. Волнуетесь? Блеск красной дорожки не где-то в Голливуде, а здесь, на нашей якутской земле. Так открывается 8-й якутский международный кинофестиваль. Тут пройдут актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, все те, кто в следующие 3 дня подарит нам праздник кино. Праздник – это не только для публики, но и для представителей индустрии, даже для птиц высокого полета. Я думаю, это большой праздник для республики, большой праздник для любителей кино, для людей, кто занимается кинематографом. И хочу всем пожелать наслаждаться этим фестивалями, этими днями летними и получать удовольствие от фильмов, которые сюда привезли там, с других регионов России, там, с международных каких-то разных больших фестивалей. Ну и, конечно же, якутское кино. Вперед! Традиционный фестиваль собрал кинематографистов из разных стран. География участников впечатляющая. Все флаги в гости к нам. Якутский зритель увидит фильмы из Италии, Франции, Бразилии, США, Ирана и даже Непала. И жюри соответствующее, интернациональное. Вдохновляя будущее поколения. Знаете, ожидания у меня очень хорошие. Я когда посмотрела вот название фильмов, они, можно сказать, что они все хорошие фильмы. Можно сказать, что это и зрительские фильмы. И чувствуется, что этот отбор фильмов, да, отобрано очень хорошими мастерами. Вот. Отбор действительно велся тщательно. Картины конкурсной программы проверены крупными мировыми фестивалями – Берлинским, Каннским, Санденс. Нам удалось заманить целых 8 иностранных картин, которые не будут в России показаны больше ни одного раза, кроме как, чем здесь, в Якутске. И это важно, потому что, как мне кажется, идея фестиваля в том, чтобы люди, которые делают кино, или люди, которые готовы открыть свое сердце кино, могли соприкасаться с вещами, которые уникальны. Неудивительно, что фильмы весьма друг от друга отличаются. Все-таки страны производства разные. Но, несмотря на всю непохожесть, киноленты объединяет общая тема. Это тема соприкосновения человека с природой в тот момент, когда человеку отчаянно нужна помощь. И мы в этом году пытаемся взять и построить и показать зрителю целую вселенную таких картин, чтобы зритель знал, что всегда есть сила, которая может помочь. 10 конкурсных фильмов боролись за победу в 5 номинациях. Лучшей работой режиссера признана картина «Проклятые» итальянца Роберто Минервини. Звание «Лучший актер» удостоился Артур Аш, фильм «Эндж». Лучшая актриса Молли Белл Райт, фильм «Амаха». Специальный приз жюри забрала индонезийская картина «Крокодиловы слезы». А триумфатором, победителем в главной номинации «Лучший игровой фильм» стал драмеди якутского режиссера, дебютанта Василия Слепцова «Подари мне цветы». Новиков, друзей. заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия, Мужчины режиссер средних фильмов лет, «Айола», и они узнают, что новый вот фильм «На их краю друг, света», лучший друг председатель сыграл Союза свадьбу, и их не кинематографистов позвал. Республики И вот Саха-Якутия они сидят с супругой. в клубе. Здравствуйте. Вспоминают своего друга Эдуард. хорошими и Меня нехорошими зовут Эдуард. словами. Если Что вы вот каждый выпускаете мужчина кино, увидит
себя... Какой фильм тебя Это уж точно. А вот насчет женщин я не знаю. Помимо якутского фильма, Россию представляла еще одна картина из другой национальной республики – Бурятии. Мелодрама «Мой друг Нерпа» как нельзя лучше иллюстрирует тему этого года. Я тебе помогу. Сейчас. Основной смысл, что семья может быть объединена через природу. В современном мире все больше мы уходим, отдаляемся от природы, а на самом деле мы все часть природы, и она оказывает на нас такое воздействие, которое может даже соединить какие-то человеческие разрушенные взаимоотношения. В дни фестиваля можно было не только посмотреть фильмы, но еще и научиться их делать. В креативном кластере «Квартал труда» проходили мастер-классы от умудренных киноопытом. Образовательная программа была обширной. Они абсолютно разные, на разные темы, их много. Ожидаются мастер-классы по актерскому мастерству, например, как правильно записать видеовизитку. Лекторы из Москвы, поэтому будет очень полезно для актеров начинающих. Да? Будет по нейросетям Петр Хике рассказывать, наш местный специалист по компьютерной графике. Тоже свой интересный опыт, который прямо сейчас они разработками занимаются. За плечами у художника по гриму Галины Семеновой участие в 40 проектах. Послужной список у девушки разнообразный. Приходилось состаривать, приклеивать усы с париками и наносить увечья. К счастью, только бутафорские. Для участников мастер-класса Галина наглядно показала весь процесс своей тонкой работы. В этой части у нас сейчас инкапсулированный силикон, который мы сейчас используем, да, с растворимыми краями. Чтобы его сделать, мне нужно было для начала брать слепок с актера, да, вылепить то, что мне нужно, потом его отливать, формовать. То есть это достаточно долгий процесс. Режиссеры из Екатеринбурга поделились личным опытом в решении самой актуальной проблемы кинематографистов из глубинки. Сегодня мы будем рассказывать вместе с продюсером Яной Шмайловой о том, как региональному кино выйти в федеральный прокат, попасть на онлайн-платформы. Мы сами из Екатеринбурга, живем на Урале, но стараемся снимать фильмы, которые будут актуальны по всей территории нашей страны. И на примере нескольких наших фильмов расскажем, что нам помогает именно продвинуть фильм в широкий прокат, чтобы его увидели во всех городах России. Безусловно, встреча стольких людей с креативной жилкой не может закончиться без коллабораций и совместных проектов. Конечно, это площадка для того, чтобы пообщались и кинематографисты, и режиссеры, и актеры. Ну а поскольку это международный кинофестиваль, а у нас 7 иностранных участников, то это, конечно, прежде всего поделиться международным опытом, своими новыми творческими подходами. У нас каждый фестиваль закладывает обязательно очередной кирпич международного сотрудничества, и уже есть отличные примеры, где мы снимаем совместное кино. А вот и пример. В 2024 году режиссер Степан Бурнашов снял в Куала-Лумпуре триллер «Пентхаус». Малазийцы в стороне не остались и показали свою заинтересованность в Якутии. 4 фестивальных дня для делегации даром не прошли. Я удивлен, что здесь так много талантливых и перспективных продюсеров, как малазийский кинематографист. Я вижу, что это начало сотрудничества между Куала-Лумпуром и Якутией. Мы надеемся, что мы приедем в Якутию для очередных совместных съемок проекта, рассчитанного на иностранную аудиторию. О возможностях такого международного сотрудничества с участниками фестиваля поговорил глава региона Айсен Николаев. В ходе встречи также обсудили перспективы дальнейшего развития якутского кино. К примеру, шла речь о строительстве павильона. Пока якутское кино не может похвастаться большими проектами. Когда будет павильон, значит, будут и большие проекты. И вообще, якутское кино набирает и набирает. Я думаю, что такого количества призов нет даже, не знаю, ни у одного регионального производителя. Несмотря на свою камерность, успехи у якутского кино имеются. О них не слышал разве что ленивый. Да и сами кинематографисты скромно подтверждают, им есть что перенять у якутских коллег. Сам фестиваль на таком замечательном уровне, все прекрасно, и надеемся, что участие в этом фестивале позволит и нам, Республике Бурятия, развивать нашу киноиндустрию, которая у нас
как только зарождается, в отличие от наших коллег из Республики Саха. Мы равняемся на якутский кинематограф. Мне кажется, все ребята, кто снимает в регионах, в разных регионах нашей страны, они считают якутское кино феноменом, чем-то ярким, классным, очень масштабным. Это действительно так, потому что мы вот сидим на Урале, и мы равняемся и вдохновляемся якутским кино, якутским опытом в первую очередь. И мы думаем, как бы нам на Урале сделать что-то похожее, чтобы реально весь регион жил кино, вдохновлялся, ходил в кинотеатры, потому что здесь с этим все гораздо лучше. Здесь есть поддержка, у вас есть огромная поддержка зрителей, и это очень вдохновляет. Общение с иностранными коллегами вышло вполне удачным и продуктивным. В планах у организаторов фестиваля кинокомпании «Сахафильм» уже несколько проектов. Были заключили соглашение с Беларусьфильмом. У нас появилась очень интересная идея. Сразу скажу, это про трактор, «Синий трактор», так и назовем фильм. А также очень интересно и плодотворно поговорили с коллегами из Китая. Да, у нас есть о чем говорить, есть на какие темы говорить, определили примерные наметки. Очень хочется все-таки, чтобы у нас копродукция с Китаем оно свершилось. Красная дорожка свернута, гости разъехались. 8-й Якутский международный кинофестиваль завершился. Ясно одно – кино не только искусство, а мост между культурами и людьми, прошлым и будущим.